Фортепиано, виолончель и саксофон – популярные и всегда вызывающие живой интерес инструменты. В Республиканском лицее искусств прошли открытые мастер-классы и семинары основателей и лидеров проекта «Музыка за мир». Мария Немцова проводит занятия по фортепиано. Она уже не первый раз в Осетии и отмечает, что уровень мастерства у ребят растет год от года. У нас раз в 2 года проходит проект, поэтому мы последний раз были 2 года назад. И мне кажется, что действительно какая-то тенденция очень хорошая наблюдается. И сегодня просто замечательные ребята были, очень-очень талантливые и способные, и хорошо наученные, что бывает не так часто. Поэтому очень приятно было. Одновременно мастер-классы проходят в нескольких аудиториях. Виталий Ватуля делится с ребятами секретами игры на одном из самых чувственных инструментов в мире. Саксофон нужно понимать, а игру на нем порой можно сравнить с восхождением на вершину. С нашим проектом мы проехали более 15 стран и уже провели более 300 мастер-классов и концертов. И цель нашего проекта – то, что мы ездим по постконфликтным зонам и местам, где прошли теракты или какие-то военные действия или техногенные катастрофы. И с нами путешествуют тоже очень знаменитые музыканты. Впервые приняла участие в проекте «Музыка за мир» виолончелистка лондонского оркестра солисты Ковент-Гарден Алиса Любарская. Она терпеливо и скрупулезно объясняет ребенку, с какими штрихами играть мелодию. После мастер-классов участники проекта подготовили всем музыкальный подарок. В программу концерта вошли произведения Баха, Моцарта, Бетховена и других композиторов. Залина Губурова, Олег Рамонов, Осетия ТВ.